На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Главная цель – создать дом-музей Шервашидзе Чачба. В Абхазии открыт фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе Чачба. Аслан Кубахи продолжает цикл телевизионных интервью с политическими соратниками Владислава Ардзенба на Абаза ТВ. 26 выпускников Сухумского художественного училища защитили дипломные работы. Начнем с внешней политики. В ходе рабочего визита в Сирийскую Арабскую Республику министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барцыц посетил могилу и почтил память известного сирийского писателя абхазского происхождения Фадиля Арюта. Ряд встреч с представителями абхазо-адыгских и черкесских объединений в Сирии состоялся в рамках рабочего визита министра иностранных дел Абхазии Олега Барцыц в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе встреч обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки диаспоры и укрепления ее связей с исторической родиной. Олег Барцыц рассказал о прошедшей встрече с сирийским министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Асадом Хасаном Аль-Шайбани, который заявил о приверженности нового руководства Сирии в дальнейшем развитии и укреплении отношений с Республикой Абхазия. На состоявшихся встречах с диаспорой глава внешнеполитического ведомства Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспоры, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на свою историческую родину. Во встречах приняли участие руководители диаспоры, председатель Адыгахасы Гасан Шора, председатель Черкесской благотворительной ассоциации «Солидарность» Абдул Рахман Багаса и председатель абхазо-черкесской диаспоры в районе Кисуа Фахми Абаза. 26 июня в ООН во Дворце наций завершился 64-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Абхазскую делегацию возглавлял ИО заместителя министра иностранных дел Одиссей Беквава. Дискуссии велись в двух группах по вопросам безопасности и гуманитарным. В рамках группы по безопасности была подчеркнута важность существующего переговорного формата для поддержания мира и стабильности в регионе. Особое внимание уделили стабильности на абхазо-грузинской границе. Абхазская сторона акцентировала внимание на необходимости заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией. В гуманитарной группе обсуждались вопросы свободы передвижения, образования и другие актуальные темы. Представители Абхазии и Южной Осетии отметили, что вопрос возвращения беженцев не может обсуждаться, пока в Генассамблее ООН не учитывается мнение обеих сторон. 65-й раунд дискуссий запланирован на ноябрь текущего года. Обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии является ключевой задачей международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, отмечают в МИД России. В практическом плане речь должна идти о предоставлении и со стороны Тбилиси гарантии неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего соглашения, заявили в МИД России по итогам 64-го раунда женевских дискуссий. Целесообразность скорейшего принятия соглашения о неприменении Грузии силы против Абхазии и Южной Осетии продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силы, контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с Альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях Североатлантического блока, заявили в МИД РФ. МИД Абхазии принял участие в видеоконференции Минцифры России, посвященной правилам пересечения иностранными гражданами границы России, которые вступают в силу 30 июня. В российском ведомстве подчеркнули, что эксперимент носит добровольный характер и отсутствие заполненного заявления в приложении не окажет влияния на проведение пограничного контроля и въезда в Россию. Отдельно были отмечены преимущества использования приложения, создание цифрового профиля иностранного гражданина, снижение административных барьеров для получения госуслуг в России, перспектива взаимодействия с госорганами и организациями в электронной форме. На основании вышеуказанных данных автоматическое оформление СНИЛС, возможность заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию. Однажды заполненное иностранным гражданином заявление действительно в течение 90 дней.
В Министерстве обороны прошли занятия по повышению профессионально-должностной подготовки органов военного управления. Согласно плану профессионально-должностной подготовки, под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил в Минобороны проведены занятия с офицерами органов военного управления и подразделений. Комплекс теоретических занятий охватывает широкий спектр тем, способствующих системному совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков органов военного управления и учитывает опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Целью подготовки является обеспечение высокого уровня боевой выучки, усовершенствование знаний, умений, командирских качеств, а также профессионального мастерства в выполнении должностных обязанностей. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе, сообщила пресс-служба. Необходимо разработать технические решения по восстановлению ГЭС и подготовить проекты реконструкции или демонтажа, отметили специалисты Русгидро по итогам осмотра перепадных в Галском районе. Проверка заняла 4 дня, были обследованы все сооружения станции, включая гидротехнические конструкции и оборудование. По итогам будет составлен отчет. В монтировочных мероприятиях принимали участие и сотрудники Черноморэнерго. Воздушный пункт пропуска в Сухумском аэропорту функционирует в штатном режиме, сообщил начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов в интервью «Спутник». Этот объект является важной транспортной гаванью, через которую прибывают и убывают как граждане Абхазии, так и иностранные граждане, отметил он. Организация служебной деятельности на КПП с первых этапов шла параллельно с восстановительными и строительными работами в соответствии с межгосударственными соглашениями с Россией и пограничным управлением ФСБ был создан Координационный совет пункта пропуска. В КПП входят представители всех государственных контрольных органов. Это пограничные и таможенные службы, ветеринарный и санитарный контроль, миграционные службы, представители транспортной милиции, добавил он. Как подчеркнул Латипов, все службы уже представлены в пункте пропуска, налажено взаимодействие, позволяющее справляться с задачами при увеличении пассажиропотока. Цифровизацию экскурсионных путевок в Абхазию обсудили главы Минтуризма и Министерства по налогам и сборам Астам Урлогу и Эдгар Бени. Основные темы обсуждения – нововведение в учете экскурсионных путевок и переход на электронный формат их оформления для туроператоров. Министры рассмотрели план совместных выездных проверок и вопросы отчетности средств размещения экскурсионных организаций. 26 июня кризисный центр семейного типа для детей в Сухуме посетили вице-премьер Вараздат Минасян, министр просвещения Хана Гунба и министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Они ознакомились с работой центра, пообщались с детьми и сотрудниками, осмотрели помещения. Сотрудники центра рассказали подробно о своей работе по поддержке детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться центру. С июня по сентябрь 2025 года расходы центра покрываются за счет государственного бюджета. На встрече обсуждались возможные формы дальнейшего взаимодействия и поддержки. Сотрудники центра выразили благодарность гостям за проявленное внимание и интерес к их деятельности. Телекомпания «Аваза ТВ» продолжает показ цикла телевизионных интервью с политическими соратниками Владислава Ардзенба, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, сотрудниками администрации первого президента республики, деятелями культуры. В нашем сегодняшнем выпуске герой Абхазии, командующий артиллерией Гумистинского фронта в дни Отечественной войны народа Абхазии Аслан Кобахи. Он, в частности, вспоминает о том, как после неудавшегося мартовского наступления собирался принять резкое решение о переходе на Восточный фронт. Но именно Владислав Ардзенба тогда удержал его от этого во многом необдуманного шага. Был случай, тяжелейший случай после мартовского наступления. Я написал рапорт, чтобы мне разрешили улететь на Восточный фронт. Мы потеряли 222 человека. Ситуация сложнейшая была. Я же тоже был молодой, амбициозный. Мне казалось, что мы, как говорится, здесь плохо воюем, а на Восточном фронте там шло, можно сказать, партизанское движение, там люди более отчаянно воевали. Так. Вот это во всем беседе с Владиславом Григорьевичем он мне показал прайс-лист, который в апреле месяце, то вооружение, которое должно было к нам поступить. И он сказал: дорогой мой, а кто этим будет заниматься? Вот это все, я говорю, вот это все придет. Я был удивлен, там серьезное вооружение было.
Он говорит, да. И так и получилось. В течение месяца пришло все, что было в этом происшествии. И мы начали интенсивную подготовку к летнему наступлению 1993 года. Интервью героя Абхазии Аслана Кубахи в цикле памяти Владислава Ардзенба смотрите после выпуска новостей. В Абхазии создан фонд первого абхазского профессионального художника Александра Шервашидзе Чачбы. Сегодня состоялась его презентация и первое заседание. Главная цель фонда – создать дом-музей Шервашидзе Чачба. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Первое, о чем рассказал глава фонда первого профессионального абхазского художника Александра Шервашидзе Чачба Вячеслав Чирикба, это то, как оперативно отреагировали его единомышленники после пожара в хранилище Национальной галереи. Я благодарю моего друга и одного из учителей фонда, юриста Олега Папаскири, который в сжатые сроки сумел зарегистрировать фонд и открыть счет в банке. Все свой счет. Вот первая благотворительность. Теперь культурный фонд имени Александра Чачбы Шервашидзе является официальным юридическим лицом, который получил государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Абхазия государственным регистрационным номером. Основная задача фонда – собрать в Абхазии коллекцию работ самого художника, его друзей, современников, документы, связанные с ним, и открыть дом-музей Александра Шервашидзе Чачба. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией. Целью его является собирание наследия Александра Шервашидзе, включая работы художника, а также материалы и документы, имеющие отношение к жизни и творчеству Александра Шервашидзе. Организация работ по исследованию творчества художника, организация проведения конференций, форумов, выставок и иных культурных мероприятий, создание экспертных советов и комиссий, создание информационного ресурса в сети интернет для широкой популяризации и пропаганды творчества художника за пределами Абхазии, осуществление публичного сбора частных пожертвований для направления их на реализацию целей фонда, осуществление благотворительной, просветительской, информационной, экспертной, консультационной и издательской деятельности, соответствующей целям фонда. По словам хранителя культурного наследия Аза Аргун, открыть дом-музей Александра Шервашидзе Чачбы представляется ей трудной задачей, так как в свое время она предпринимала попытки создать такой музей имени художницы Варвары Бубновой и даже нашла для этого финансовые средства, но ничего не получилось. Музей Бубновых мы с Вороновым 3 года искали. И когда вот нашли вот этот дом несчастный, его благополучно отняли. Когда я уже собрала весь архив Бубновой, сделала великолепную выставку, установила связи с Японией, японское посольство мне помогло, и все это благополучно сгорело. Дом отняли и выставку сожгли, весь архив. Ну, я не знаю, для того, чтобы открыть музей Шервашидзе, надо набраться большого терпения и воевать, буквально воевать надо за этот дом. Члены фонда рассматривают возможность открыть дом-музей Александра Шервашидзе Чачбы в Вилле Чеми. Так называется дом, расположенный на Сухумской горе. И, конечно, должна быть государственная поддержка в первую очередь, потому что такую задачу, как приобретение виллы Чеми без государства, естественно. Но мне кажется, надо вот прям такую планку ставить. Так случилось, что я живу по соседству и знаю обстоятельства существования этого дома. Он разваливается, и там действительно точно нет никаких крупных, серьезных владельцев. Я думаю, вполне можно, не вполне, вернее, точно можно решить этот вопрос. И это место во всех смыслах, ну, вот оно как бы достойно памяти Александра Константиновича. По словам директора Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия, музей станет интересным культурно-познавательным маршрутом для гостей республики. Мы знаем Александра Шервашидзе как художника, сценографа, но он еще, как вы тоже подчеркнули, был и культуртрегер, и вообще вся семья и род Шервашидзе, ну, в центре которого сейчас он в контексте вашего музея, на мой взгляд, эта экспозиция и какая-то исследовательская часть, она будет очень интересна. Потом, мне кажется, что это не только музей для музея, но это будет очень интересно, такой культурно-познавательный маршрут для наших гостей. Фонд Александра Шервашидзе Чачбы – это способ уберечь оставшееся наследие художника, прославившегося на весь мир. Во Франции его называли гением сценографии. Только утратив 200 его картин в пожаре, в Абхазии оценили их подлинную ценность. Как отметил директор музея Деник Астамуртания, в республике есть не менее богатое и значимое наследие других деятелей, нуждающееся в особой охране. Наследие Шервашидзе, к сожалению,
То, что было в нашем распоряжении, уже не вернуть. Но у нас есть много памятников, которые, если мы в скором времени какие-то меры не будут приняты, мы их скоро тоже будем оплакивать. К счастью, сейчас началось восстановление ремонтной работы в доме-музее Дмитрия Иосифовича Гурия. Не надо никому объяснять, что этот человек значит вообще для формирования абхазской нации, нашего культурного лица. Мне кажется, в очень опасном положении находится Абни, на котором прям висят эти гирлянды электропроводки. Это же старое здание, оно такое же уязвимое, как здание, в котором находилась и Государственная картинная галерея. Там гигантские фонды. Сегодня фонд нуждается в поддержке как государства, так и частных лиц. Предстоит найти и выкупить картины, эскизы, документы, связанные с Александром Шервашидзе Чачба, а также найти способ открыть его дом-музей. Марьяна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ. Люди и даты. Известный исследователь, историк, доктор исторических наук, автор более 40 научных работ и участник более 40 международных конференций Сослан Салакай отмечает свой юбилей. Ректорат, профессорско-преподавательский состав Абхазского госуниверситета сердечно поздравляет его с 60-летием. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Ваша плодотворная научная деятельность широко известна как в Абхазии, так и за ее пределами. Ваши многолетние исследовательские изыскания посвящены важным проблемам исторической науки, историографии, истории Абхазии XIX – начала XX века и, несомненно, являются весомым вкладом в отечественную науку. В настоящее время, являясь директором научно-исследовательского центра «Абхазская энциклопедия», вы успешно совмещаете научную деятельность с административной. Работа в Абхазской энциклопедии требует высокой квалификации, эрудиции и невероятного трудолюбия. Всеми этими качествами вы, Сослан Шатаевич, обладаете в полной мере. В этот знаменательный день коллектив АГУ от всей души желает Сослану Шатаевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в науке, неиссякаемой энергии и прекрасного расположения духа. 26 выпускников Сухумского художественного училища имени Александра Чачба защитили дипломные работы. Весь день экзаменационная комиссия оценивала работы студентов в отделении живопись, скульптура и графический дизайн. Подробнее Надежда Боровикова. Атмосфера госэкзамена витает в воздухе еще до начала защиты дипломных работ. Пока члены экзаменационной комиссии рассаживаются по местам, говорят приветственные слова, нарядные студенты сообща несут свои работы поближе к кабинету. Первой дипломную картину представляет выпускница отделения живопись Луна Ахуба. Апсуара, Айша элемент косусум тагнар пшрасарасзын ауадар аҵамызт. Избанзар, ари ҳаԥсҭазаара иахәҭахадоу акоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Убри аҟынтә даара гәахәара ду сара исзаҵан абри аҩыза дипломтә усумҭа аус адулара. И выбранная тема, этнографический натюрморт и качество исполнения получили высокую оценку от членов экзаменационной комиссии. Натюрморт агана хела диплом усуразахана идырн илыргана юкрглоу староко уйбот кузавамло ира рамка гвасипшдзения нало. Постоянно будет жанр, а этнография, натюрморт, дасхяпши зергара, а интересацию писарчук и усум такая, и лыдыс галарстаху. Я вам просто рекомендую посмотреть его работы, если вы будете этим заниматься. У него очень широкое разнообразие натюрмортного жанра, этнографического, где есть и оружие, и какие-то декоративно-прикладные. Есть целая серия музыкальных инструментов. Это так, для вас ссылка, да, поэтому работа интересная, я считаю, что она заслуживает достойной оценки. Высших похвал удостоился выпускник отделения скульптура Эдуард Тарасян. В качестве дипломной работы он представил скульптуру под названием «Адам». Особой идеи таковой-то не было, я в процессе что-то придумывал. У меня, не знаю, всегда так, если честно. Мужская фигура. Просто от вдохновения какого-то получил
и сделал. К самой работе у художников и скульпторов было несколько замечаний. Но в том-то и дело, что на выпускном госэкзамене оценивают не только дипломную работу, но и весь пройденный студентам за 4 года путь. А Эдуард Тарасян прошел его достойно. Я вижу, что человек приобрел понятие, что такое скульптура, формы изучил. Это не так легко вылепить обнаженную фигуру с элементами всех мышц. Получил нормальное, достойное понятие, только чуть-чуть в дальнейшем ты учти. Со всех точек ты должен смотреть не только с одной стороны. Тогда ты будешь сажать правильно. За 4 года этот парень я видел. Я почему вообще слово взял? Я все время следил за ним. Я вижу, насколько он предан своей работе, училищу. Вот бывает, что что-то нужно там поднять, опустить, убрать. Этот парень всегда настолько ответственно ко всему, к своей работе, как личность, это очень вырос. И я рад, что он сегодня вот так блестяще выставил. Ну, какие-то, конечно, погрешности и не могут не быть, но задача, которая, с моей точки зрения, что ставилась, в целом она выполнена. Молодец. Главное, вот его в армию, сколько я знаю, завтра забирают. Но где бы ты ни был, ты помнишь, что ты художник, ты же скульптор. Везде занимайся своей работой, у тебя всегда будет возможность. Этот человек не случайный в этом училище. Мы видели, дай Бог, если многие вот как он работали бы, я думаю, что у многих результаты были бы другие. Самое главное, он ищет, самое главное, что он любит это дело. Что касается скульптуры, мы тоже имеем представление, что его сложно действительно фигуру вылепить анатомически, динамично, движение и так далее поставить, это двое педагоги знают. Но самое главное, не бросай его. Это вдвоем. Да. Нина Шестакова родом из Нижнего Новгорода. Увидев ее дипломную работу, члены комиссии пошутили, что написать портрет директора училища – верный путь, чтобы получить 5. Я очень случайно выбрала эту тему, спонтанно. Я на 4 курсе понимала, что мне придется делать диплом. Тему было выбрать очень сложно придумать, поэтому я рассчитывала на то, что идея сама придет мне в голову. И однажды я просто присмотрелась на то, как идет Эмиран Сардионович, и я обратила внимание на образ нашего директора, которого я очень уважаю и люблю, и решила, что мне бы хотелось, насколько я это смогу, но нарисовать этот портрет. Выпускницу похвалили за интерес к учебе, упорный труд и преданность делу. Отдельно отметили сложность темы и композиции. Я верил, что будет хороший диплом. Когда она выбрала, я немножко был удивлен, а когда увидел, тем более, вот эта сидящая фигура не просто вертикально, а есть тут такой момент, вот такой фигура, которая уходит как бы от... Почти лежащая. Да. Это очень сложно выстроенная композиция, непростая. Потом мне интересно было, а как она вот к этим туфлям, там красиво в воздухе прописано, лицо напишет там в глубине. Потому что это очень сложная задача, но она справилась. Все герои этого репортажа получили высший балл за свои дипломные работы, а по итогам дня профессиональное сообщество Абхазии увеличилось на 26 дипломированных художников, скульпторов и графических дизайнеров. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Директор Республиканского центра народного творчества имени Корто Нури Кварчи удостоен высшей музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон» за значительный вклад в развитие музыкального искусства, поддержку национальных культурных ценностей, формирование нового поколения талантливых музыкантов, педагогическую деятельность, развитие культурного наследия народов России и Абхазии. Церемония награждения высшей музыкальной премии Кавказа проходила в городе Сочи 19 июня и была организована Мировым артийским комитетом Евразийским континентальным артийским комитетом, Национальным артийским комитетом России. Нури Еремеевич Кварчи, заслуженный работник культуры Республики Абхазия, кавалер орденов Леона и Честь и Слава 3-й степени.
Кавалер Международного золотого ордена «Рыцарь культуры», продюсер 4 музыкальных проектов в Абхазии, полномочный представитель Мирового артистского комитета в Республике Абхазия. Печальная весть ушла из жизни Белла Парцвани. Ректорат АГУ и профессорско-преподавательский состав факультета биологии и биомедицины с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшей заведующей кафедры физиологии человека и животных, кандидата биологических наук, доцента Беллы Андреевны Парцвани и выражают искренние соболезнования родным и близким. В траурном адресе, в частности, отмечается: в памяти коллег она осталась как компетентный ученый и преподаватель, всегда соблюдающий коллегиальность, профессиональную этику. Такие качества, как отзывчивость, внимание к молодым специалистам, всегда помогали в создании творческой атмосферы и взаимопонимания в коллективе. Светлая память о Белле Андреевне Парцвани навсегда останется в наших сердцах. Конец цитаты. Продолжаем выпуск. В субботу, 28 июня в 17:00 на смотровой площадке озера Рица впервые состоится концерт Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия «Симфония Рицы». Дорогие друзья, 28 июня этого года, совсем скоро, состоится уникальный концерт Государственной хоровой капеллы Абхазии. Впервые на озере Рица, над озером, на площадке в окружении величественных гор и красавицы Рицы будут звучать абхазские народные песни, классическая музыка, русская музыка, духовная. Мы приглашаем вас всех разделить с нами музыкальный вечер. В Сухуме в галерее Ауада открылась персональная выставка фотографа-документалиста Отто Лакоба под названием «Рыночные дни». Серия черно-белых снимков – это визуальное наблюдение за жизнью городского рынка. Автор снимает без цели и маршрута, позволяя глазу свободно фиксировать то, что обычно ускользает от внимания. Здесь нет постановки, нет декораций, только правда момента. Как говорит сам Лакоба, рынок – это слепое пятно в нашем восприятии, привычное и потому незаметное. И задача фотографа – вернуть этому пространству зрительский интерес и внимательность. Выставка «Рыночные дни» продлится до 13 июля. Есть такой американский драматург Терри Уильямс, и он когда-то сказал, что пьеса – это всего лишь ловушка для некоторой доли жизненной правды. Вот фотография – это тоже такая некоторая ловушка, в которую может реальность попасться, да, и где мы можем на самом деле ее увидеть. Но так как вообще жизненная правда, вообще что это такое? Это вообще такая субъективная штука, и никто об этом... трудно об этом говорить, мы не можем сказать, что это такое вообще, если это вообще. Да? Но задача документалиста – приблизиться к истине. Да? Вот истина, наверное, это и есть жизненная правда. Соответственно, тут есть проблема зрения. Да? Когда ты вот приходишь на рынок за сосисками, к примеру, да? Ты идешь за сосисками, у тебя есть определенная цель. И вот твой путь от дома до сосисок, к сожалению, больше ничего ты не видишь. Да? Вот. Как только ты это купил, сосиски, ты выполнил свою задачу, и на этом все. Но по твоему пути исследования ты не обращал внимания ни на этих людей, ни что происходит вокруг и так далее. Поэтому самое классное, что можно придумать, это просто пойти на рынок без цели.
когда ты идешь без цели, ты можешь что-то увидеть, ты можешь что-то для себя открыть. Вот. И тут возникает такая как бы проблема зрения. Да? Почему рынок? Рынок – это такое слепое пятно. Что такое слепое пятно? Это то, чего мы не видим. А почему мы это не видим? Потому что это для нас привычно. Потому что мы видим это каждый день. Потому что мы не хотим на это смотреть, потому что нас это раздражает совершенно. Вот. И тут как бы идея вот эти слепые пятна как бы отодвигать и пытаться как бы проникнуть вовнутрь всей этой истории. Лаборатория социологических исследований при Центре науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете представила аналитический отчет под названием «7 чудес Абхазии». Рейтинг исторических достопримечательностей, сообщает телеграм-канал АГУ. Исследование проливает свет на отношение жителей республики к своему историческому наследию и оценку его влияния на туристическую привлекательность региона. Команда социологов под руководством завлаборатории, кандидата политических наук Беслана Хагба и заместителя заведующего кандидата политических наук Марии Филь провела репрезентативный опрос 600 респондентов по всей Абхазии. Сейчас о погоде. В выходные дни 28 и 29 июня в Абхазии ожидается переменная облачность. В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза, в субботу без осадков. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха от 14 до 19, ночью, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 23 градуса, волнение морской воды слабое и значительное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ. Удачных выходных!